Развитие и укрепление родного языка стало одним из приоритетных направлений развития республики. Родная речь переживает не лучшие времена, и рецептов по его спасению предлагается достаточно. Программы составляются с учетом научной мысли, трудов физиологов и психологов. Но там, где порой бессильна наука, на помощь приходит искусство. Музыка, написанная на стихи гениальных осетинских поэтов, что подтверждает прошедший отчетный концерт музыкальной студии «Бон-Варун». Уникальность этого учебного заведения в том, что наряду с классическим музыкальным образованием изучаются и произведения современных осетинских авторов. В течение полугода в программе музыкальной студии песни на слова выдающихся осетинских поэтов Таймураза Хаджеты, Исидора Козаты, Алихана Токата, Людмилы Головановой. Идея возникновения эстрадного отделения при студии диктовалась самой жизнью. По словам руководства студии, низкопробная музыка отравляет подрастающее поколение, подрывая устои национальной культуры. И если осетинское культурное наследие не будет оформлено с применением современных форм, то мы не сможем противостоять чужой идеологической экспансии. Что им это дает? Во-первых, они приобщаются к музыкальной культуре, к осетинской музыкальной культуре. Во-вторых, они приобретают опыт бесценный, сценический. Они познают самих себя в эти моменты. Вот. И вкупе уже с фортепианным исполнительством, с художественным чтением, эстрадная песня. То есть уже проучившись здесь 7 лет, они обретают приличный творческий опыт. Возможно, высокая поэзия не для всех пока понятна, особенно если учитывать уровень владения осетинским языком. Но организаторы концерта предусмотрели и эти сложности, раздав программки с текстами песен. В программу также был вложен и диск песен, которые исполнялись на самом концерте. Сам концерт был приурочен к юбилейному году поэта и композитора Ахсара Джиккаева, который сам помогал в записи диска. Современная музыка является не единственной доступной формой популяризации родного языка среди детей и подростков. К проблеме нужно подходить нестандартно. Вот мы всегда говорим, осетинский язык умирает, там, ЮНЕСКО признала его вымирающим языком. Что мы им предлагаем? Если нет рекламы на осетинском языке, если нет мультфильмов на осетинском языке, причем в достаточном количестве, да? Если нет художественных фильмов, если новинки тех же голливудских или каких-то европейских фильмов не переводятся моментально просто на осетинский язык, то каким образом они будут его знать? Если они заходят в магазин и они не видят наименования продуктов на осетинском языке, это же элементарно, все это надо вводить. Молоко, сыр написать там и так далее, чтобы они постоянно встречались с терминологией на родном языке, необходимой для обсуждения каких-то проблем. В студии «Бон-Варун» трепетно относится к творчеству и духовному потенциалу каждого воспитанника, и в этом заслуга всего коллектива и руководителя Алены Тедеевой. Результаты такого подхода налицо. Записаны диски, творчество детей благодаря интернету стало известно не только югостинскому зрителю. И итоговый концерт прошел очень успешно. За успехами не видны трудности, с которыми приходится сталкиваться. Мы растем, контингент растет и педагогический, и ученический, и, конечно, очень тесно. Мы поделились на две части. Часть педагогов преподает в училище, потому что мы физически тут не помещаемся. И это становится уже плохой устойчивой привычкой, мы друг от друга отвыкаем. И мы здесь вот, а часть педагогов преподает здесь. И очень тесно. Допустим, для того, чтобы эстрадное отделение функционировала полноценно, им нужен просторный класс, где бы стационарно была установлена аппаратура, чтобы они имели возможность петь в микрофоны, настраивать звук. В идеале, чтобы рядышком была звукозаписывающая. В Бон-Варуне не привыкли отступать перед трудностями. Завершается учебный год, и уже сейчас разрабатываются планы на будущее. Их много, и мы еще услышим о воспитанниках студии. В этом сомневаться не приходится. Ирина Битиева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня.